В начале X века образовалось государство Алания, которое просуществовало и после разбития каганата, в 965 году Святославом, вплоть до нашествия монголо-татаров. Его столицей был Магас, Маас. Не путать с современной столицей Ингушетии Магас, которая к столице Алании не имеет никакого отношения. Исследователи отмечают, что это было полиэтническим государством, основным субстратом которого был нахский этнос, и письменность велась на их языке. В 1222 году, во время появления монголов на Кавказе, царем аланского государства был этнический чеченец Хаса, Элла Хаса. Отмечается, что с незапамятных времен до конца XIV века, абсолютная власть в Алании принадлежала древнечеченской династии Садой или Сада-Орсой. Известно, что Сада, Садой, Сода, Садай, и Сади, Орсой, Арсой – это абсолютные синонимы названий, приводимых античными авторами у Плиния, Соды, у Птоломея, и Сонды, у Геродота, и Сады, у Страбона, Садики и другие. Следует отметить, что они предки представителей современного тайпа Садой. В 1229 году чеченские племена Алан на голову разбили монголов, в битве за столицу Маас, Магас. Об этом событии отмечал его очевидец, арабский летописец Аль-Джувейни. Аланский путешественник Аздин Вазар, этнический нохчий, 1395-1460 годах, указал на 46 тайпов Аланского царства, в том числе и Садой с описанием их населенных пунктов и их территории. Запись об этом на арабском языке хранится в библиотеке города Каир. Исследователи отмечают, что Маас, Магас, находился на территории Чечни, между Сунжей и современным селом Кулары, Куларя, вблизи болот и лесов. Государственное образование Алания возникло в тех же пределах, что и государственное образование предков ингушей, малых, средневековые летописцы и путешественники, очевидцы тех событий, свидетельствуют о жестоких битвах на Кавказе между горцами и кочевниками, пишет Р. Сагов в своем очерке. Официальные власти Ингушетии назвали новую столицу республики Магасом. Не мытьем, так катанием они пытаются внушить читателям древности важность истории ингушского этноса. Мялхи и Карабулаки, Орстхай, чеченские Тукхумы, Фратрии. Десятки тысяч представителей последних было переселено, в 1865 году в Турцию. Часть вернувшихся переселенцев, потеряв свои земли и поселившись в Ингушетии, записались ингушами. Бамут принадлежит Чеченской республике, и там живут представители чеченского тайпа Мялхи, часть которых записана ингушами. Саечи, Гандалы также являются чеченскими тайпами. В результате разделительной, разрушительной политики кремлевских властей того периода, взаимоотношения двух народов часто оказывались на грани кризиса и игнорирования прошлого единства народов. Этому способствовали и ура-патриоты на местах. Специалистам и исследователям известно, что многие вопросы истории, археологии и других смежных дисциплин, зачастую находятся в состоянии дискуссии, в ходе которой выдвигаются различные версии и предложения. Роль чеченцев в истории Кавказа и их прямая связь с носителями кабанской и каикенско-харачоевской культур, учеными установлена достаточно полно. Ингуши выбирают из контекста их трудов общие высказывания о нахах, и цитируют с трактовкой в свою пользу, присваивая себе все их заслуги. Способствует ли это укреплению дружбы между братскими народами и установлению исторической правды? Безусловно, нет. Повышает ли это статус ингушей? Тоже нет. История должна быть отражена правдиво. Наш долг стремиться к этому и не искажать